Что касается просрочки физлиц, то тут в Сбербанке положение очень неплохое. Более полумиллиарда рублей за прошедший год региональное отделение Сбербанка подвело итоги работы. Восьмилетней вражде пришел конец. Малгобеки семье Измайловых простили кровную месть. Это особо несет угрозу Российской империи гораздо больше любой бомбы. Матильде тут не рада. Ингушский прокатчик отказался от показа нашумевшего фильма режиссера Алексея Учителя. Количество отметок на интерактивной карте свалок по Республике Ингушетия периодически меняется. На страже экологии Народный фронт против несанкционированных мусоросвалок. Добровольцы побывали в Сунже. Это дом моего деда. По эскизу я его сделал. Все своими руками Аббас Идигов готовится к фестивалю этнокультуры «Национальные ритмы». Что он представит на выставке? На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Ингушское отделение Сбербанка вложило в развитие малого бизнеса 1,5 миллиарда рублей. Об этом на совещании под руководством главы Ингушетии сообщил управляющий региональным отделением банка. Более того, банк участвует в развитии жилищного кредитования в регионе. Речь идет о программе «1000 квартир». Об основных показателях деятельности рассказал директор филиала Россельхозбанк. Тему продолжит наш корреспондент. Более полумиллиарда рублей – такова прибыль ингушского отделения Сбербанка за прошлый год. А за первое полугодие 2017-го филиалом получено 250 миллионов рублей. Перед коллективом стоит задача поднять эту планку до 600 миллионов рублей до конца года. Такие итоги на встрече с главой республики подвел управляющий региональным отделением банка. Ахмед Арчаков также отметил, что Сбербанк в республике ассоциируется с высокотехнологичными банковскими продуктами, современной инфраструктурой и профессиональными кадрами. В среднем, если брать Сбербанк, у нас не вернулось по разным причинам до 10% кредитов. Это достаточно большая сумма. Да, по России есть и больше показателей, но мы не тот регион, у нас не та финансово-экономическая база, чтобы мы могли позволять себе такие потери. Это не только потери самого банка. Мы в прошлом году заработали более полумиллиарда прибыли, заплатили налогов в бюджет 96 миллионов. Если бы мы вернулись эти деньги к нам, количество налогов, общая сумма налогов, она тоже была бы больше. Что касается просрочки физлиц, то тут в Сбербанке положение очень неплохое. Мы сегодня первые на юге России, от Украины до Туркмении, ни у кого лучше, чем у нас, нет. У нас 4%, 4,1% просроченной задолженности от 2 миллиардов. Это по юрлицам? По физлицам. По физлицам, да. Наши специалисты нашего отдела по взысканию проблемной задолженности, они уже второй год занимают первое место по России в Сбербанке, именно в рейтинге Сбербанка. Глава Ингушетии напомнил, что в республике реализуется целевая программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Ингушетии», а Сбербанк участвует в развитии жилищного кредитования. Более того, совместно с региональным правительством запущена и подпрограмма жилищного кредитования «1000 квартир». Здесь я вижу крайнюю недоработку Министерства финансов, Минэкономики, которые должны были контролировать эту программу, и Сбербанк, который играл в этой схеме, что из-за вас эта программа буксует. И те, кто взял на себя обязательство строить эти дома и участвовать в этих программах, почему-то свои обязательства тоже не выполняет. В рамках программы «1000 квартир» уже выдано 107 кредитов. Остаток задолженности на текущий момент составляет около 150 миллионов рублей. 107 семей получили квартиры, и за них правительство республики 100% погашает всю задолженность. Сейчас на рассмотрение уже программа запущена с начала августа. 38
семей отобраны правительством, комиссия правительственная по как возможные получатели кредитов. На сегодняшний день мы уже рассмотрели около 9, приняли положительное решение по 30, из 38. Ожидается, что в ближайшие 2-3 недели мы полностью закончим обработку этих 38, и все, кто поступят с правительственной комиссии, мы успеем. Эта программа будет действовать до конца декабря, то есть мы ожидаем среднее получение кредитов от 40 до 60 человек, семей могут получить эту помощь от государства. У нас программа что говорит? Именно строить или приобретать жилье могут они? В новом, только в новом строящемся жилье. Или построенном, или на стадии строительства. Новом. Да, только в новом. Вот Вторичный рынок туда нас, не входит. Да, вторичный рынок здесь не надо. Посмотрите, у нас много жилья. Разделите эти 38 или сколько человек будет там. По муниципальным образованиям у нас много построенного жилья, которое могут реализовать люди. Просто сдают под квартиры, под наем и даже пустующие стоят. В Малгобеке, в Назране, и здесь Магаз в том числе. Магаз не входит в это. Магаз не входит, да. Поэтому изучите тему и посмотрите, не обязательно строить. У нас есть ряд компаний, которые подписали соглашение, строительные фирмы, так? С ними тогда уже проговорите, Минэкономики. Мы же соглашение с ними подписали, что они будут строить. Но они тоже свои условия не выполняют. И вы по ним никаких решений тоже не принимаете. Или не применяете никаких санкций. Хорошо, посмотрите тогда. И изучите Минэкономики, в том числе и Минстрой в целом. Посмотрите, как можно и свободно вот это жилье тогда приобретать квартиры под эту программу для жильцов. И первые заселенцы, которые будут, надо по ним провести хорошую рекламу. Мы говорили, что это в своем большинстве должны быть люди, молодые семьи, до 35 лет, да, в программе могут участвовать. Посмотрите еще раз по этим молодым семьям. Мы и делали это для того, чтобы молодым семьям помочь. Что касается деятельности Россельхозбанка в регионе, то общий кредитный портфель на 1 августа составил 6 миллиардов. А это, по словам директора филиала, 100% от плана. Но высокой остается просроченная задолженность. Портфель по Россельхозбанку составляет 6 миллиардов 91 миллион рублей. Мы укладываемся в плановые показатели, хотя вот этот, скажем так, кредитный портфель, он практически в большей степени проблемный. Из них у нас по юридическим лицам кредитный портфель составляет 5 миллиардов 28 миллионов рублей, просрочка составляет 2 миллиарда 299, но я еще раз говорю, там почти миллиард рублей еще просрочка, мы технически делаем пролонгации в нарушение некоторых норм по просьбе головного офиса. Кредит портфель розничного бизнеса, имеется в виду физические лица, составляет 1 миллиард 57 миллионов рублей. И в том числе просроченная задолженность 936 миллионов рублей. Значит, что мы сделали? Сделали за полгода. Погашено кредитов на сумму 235 миллионов рублей, в том числе 199 миллионов рублей проблемных кредитов по физическим лицам и 36 миллионов всего лишь по юридическим лицам. Глава Ингушетии подчеркнул, что испорченная кредитная история недобросовестного заемщика должна быть доступна всем банкам страны, чтобы они больше не смогли прибегнуть к очередным банковским махинациям. Зарема Ивлоева, Хусен Гагиев, Новости 24. В Малгобеке представители двух тейпов пожали друг другу руки. Семья Белхароевых простила кровную месть Измайловым. 8-летняя вражда прекращена, между семьями установлен мир, и во многом это заслуга примирительной комиссии. Репортаж Юсупа Гелисханова. Отнять чью-то жизнь – самое страшное, что может постигнуть мусульманина, говорится в священном Коране. Подобный случай произошел в Малгобеке между тейпами Белхароевых и Измайловых несколько лет назад. Забыть, приглушить в себе боль потери и простить убийцу родного человека – на это действительно способны только сильные. Спустя 8 лет Белхароевы готовы пойти на примирение. Ради Всевышнего они прощают Измайловым кровь родственника. الشنو يقصد الله هنا دال بيغمر ياخر هنا سنياق هنا از دالي بيغمر ياخشن قلصت يعني هنا سن قلصت ديال دعيه انا واشتوا حقيقه هنا ديال رياس قلشن هنا لا مصدر مارس دير قدر يعني هنا ازم حيدي حق ده قدال الا برس قاش ديال هي دال بوصل قلرا هنا عديال دير ملاد خلدلش دقني تسدش هنا يقدر نعم تسدش
هذا خل دلج دل هم ديل دو هذا يرتن حملا ده يعني ديل شونه ده هم خلج دق هم دق دقس من حامنا تق بدأ يجوا شونه قيمة دينا من يسمى لي دو جلج ده شونه اس قيمة ديال خل دلج هم دقس شونه الدنيا شو عياقش خانة ده أصبح نسيح من أصلا ديل دو هذا شونه ده شونه حدني فرقت دل شونه إيش تعمل إذا شو ده تيجي ترى شو ده هم ده شونه ده شيء هنا شيء ده يمو دول ديك هم حدي ضحك دينول إيش حمده باق بول إيش حمده هني أجنا هايق واخش خلتشي دقش حماغه أرجبه دق حما سأتوخش حدو يمو حدا دول ديك هم سنداشي إلشنو عليه الصلاة والسلام باق مال بيتاب أقبلها إلشنو صلى الله عليه وسلم سكنت إروالشي دال سيدج ماركيا كنت إروغواتسي أن بيهمرس سجوا ملدق ساعتين دريان دال رزق إيش داتسن عند إلشنو عليه الصلاة والسلام سنداشي يمو دول هم حدي ازدواق دينول ديز قونخشل ديز بشير تخا أخبارت أراغا شوك ديخر دي شاق آل شانيق برت خلش بعاخيتج تحق ظلم جانس ديالش بعاخيتج شوك ديخرين يديك هم حدي عن شوك ديخرين ده كات خبشير. Сердце мусульманина способно смягчиться, многолетний конфликт исчерпан. С пожатия рук друг другу для Белхароевых и Измайловых начинается мирное будущее. В Коране ясно упоминается о возможности мести, но богословы неустанно повторяют, что самое богоугодное дело – это прощение крови. За 8 лет конфликта Белхароевы проявляли уважение, а сегодняшним поступком подают пример тем, кто еще не знает цену жизни. شادي إزي غلط دولج أقناعت حوسم هم سبقش سابري ولا رانيري يجمع مودات يعني ساسك أقوى تواترسو كشين سوق أنسوق ترى عاين إشتغل جنيوي إشت نبويسك واش بدريان مسفوش تيبا باش نحكي يعني نوع مشكلة يعني إيش بيان أخبيرش شو يعني حسك وقع دون دحلو شمدات تاخسو رياض خلاص شو حداكش دون ديالدح جوب دشوا. Богословы выражают благодарность родственникам, которые поддержали и помогли разрешить ситуацию, не допустив обострения конфликта. ديالدح خلص وان شو دال يشتوت ولا الله تكرر خند باش تدين ده خد مشوري في برميت بتشتهم تاتبحن تاتهم غلي نيستن شو دال قنت دال دي خيط يا شو خلص شو بين نعم لا دولت تاني زمان حقش ومن ديك بس يعني دال بيبر ديك لا يعني حد جاب دال يحكي يقول أخر بيوصل مثلا يسبيلني عن يولي مثل دال شيء سكتوا بال شيء سكبوت سك خبدوال هنجد دا شيء ترلي ديك لون ومثلا سعبوس بوخ خذوا الشاش يتصل وقت دوك قربوا الفاشين قي وقت بين قي وقت وولي قيتش بس خذوا تساعدوا تشكلوا دال إيمان توفيق شان أخان بين بس دال. В богоугодном деле принимают участие представители примирительной комиссии и богословы республики. Глава города выразил огромную благодарность всем, кто внес свою лепту в разрешение конфликта. صادلت أغرتخن دود عدال رياخر يحق بارتوي أقول قد أقول مليات سرسجي دالشي يالويل دال ملاخ بس خنوش دالشي. В Священном Коране говорится, каждый человек должен пройти выделенный ему Всевышним путь. Право отнимать чужую жизнь не дано никому. Богословы надеются, отношения между двумя тейпами отныне будут только налаживаться и послужат хорошим примером для враждующих. Исуп Гелесханов, Рамзан Бабхоев, Аслан Героев, Новости 24. В столичных школах заметно снижается число учащихся. Меры это вынужденные. До сих пор родители часто сталкивались с тем, что они не смогли устроить своих детей в общеобразовательные заведения, поскольку мест там не хватало. В ходе проверки специальной комиссии выяснилось, что в этих школах учатся дети из других населенных пунктов, а это против правил. Репортаж Залины Могушковой.
День знаний в Магасе отпразднуют уже 4 школы: лицей, гимназия Марем, первая школа-сад и новый центр образования, который откроется с началом учебного года. В итоге столичные школы смогут принять 3350 учащихся. При этом учиться здесь будут только в одну смену. Весь август работает приемная, которая рассматривает заявки и жалобы обратившихся. На сегодняшний день удалось разгрузить лицей на 642 ученика. Из гимназии Марем переведено 511 детей. Однако это не конечный результат. Работа продолжается. Мы в этой школе набрали 50 детей в первый класс, 2 класса по 25 человек. В гимназии Марем тоже мы набрали 2 класса по 25, по 26 человек, 52 места мы там набрали. 3 раза мы сделали обходы, 3 раза проверили, все эти дети проживают на территории города Магас. У них имеется соответствующая документация. У большинства из них имеется законная прописка, у остальных имеются иные документы, подтверждающие проживание. По результатам обходов тоже мы подтвердили проживание, кроме нескольких детей. На момент проверки там просто не открыли двери. Так как сейчас период отпусков, сезон отпусков, эта работа тоже будет продолжена, мы еще раз их проверим. Приемная комиссия заработала в результате встречи главы региона с родителями, на которой поднималась проблема нехватки мест в школах для местных детей. Их заняли школьники из других населенных пунктов. Юнусбек Евкуров дал поручение провести проверку всех учащихся на факт проживания в Магасе. Большой поток столичных школьников готов принять новый центр образования на 1500 мест. У нас очень большие просторные кабинеты в 4 окна. Светлая мебель, как вы уже заметили, в каждом кабинете для начальных классов интерактивная доска. Это целый городок для будущих школьников. Большая столовая, мастерские, 4 спортивных зала, судя по размерам которых родители даже шутят, здесь спокойно можно провести предстоящий чемпионат мира по футболу. Подобные экскурсии для своих первых учащихся директор проводит частенько. В новый образовательный центр уже зачислено 690 школьников, в том числе 170 первоклассников. И это не предел. Это дети из гимназии. И гимназии Марем, и дети с лицея города Магас. В том числе там также дети, которые обучались в школах республики, нашей республики, но из-за отсутствия посадочных мест в школах города Магас они были вынуждены посещать школы республики, городов и районов. Фарида теперь первоклассница в этой школе. Сюда она пришла вместе с мамой. У женщины 4 детей, 3 из которых уже учатся в гимназии Марем. Дети наверняка теперь будут спорить, чья школа лучше, отмечает Хава. А после сегодняшней экскурсии думает перевести всех детей сюда. Единственный минус – транспорт. Но и этот вопрос решаемый, главнее качество образования. Удобно, это просто слов нету. Сейчас мы прошлись по школе, директор нам все показал. Спортзалы большие, красивые, все, что надо детям для спортивных достижений, для учебы. Все здесь есть, удобства есть. Школа практически полностью готова к открытию, а с 14 августа здесь начнется 2-недельные занятия с первоклассниками. Каждый день с 10 утра с детьми будут проводить по 2 урока, чтобы они постепенно привыкли к новым для себя школьным заботам. Залина Магушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Ингушетия пополнила список регионов, отказавшихся от показа фильма «Матильда». Ранее против этой киноленты выступили Крым, Чеченская республика и Дагестан. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров считает, что появление нашумевшего фильма Алексея Учителя заставляет общество задуматься о необходимости ввести цензуру. Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, «Матильда» заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а наоборот возвеличивается, заявил Евкуров в интервью радио «Комсомольская правда». По его словам, с учетом существующих реалий нужно больше снимать фильмов, формирующих духовные ценности, патриотические взгляды и убеждения, приобщающих зрителей к культурным традициям страны. Отказ кинотеатра «Дружба» от показа «Матильды» прокомментировала и депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая добивается, чтобы фильм не вышел в прокат. Цитата. «Решение
Прокатчика из Ингушетии, отказавшегося показывать фильм Алексея Учителя по соображениям мира и поддержки других конфессий, ведет к всеобщему миру между народами. Конец цитаты. Напомним, директор департамента кинематографии Минкультуры России предложил местным властям самим решать, стоит ли показывать ленту в регионах с учетом особенностей и традиций. Фильму «Матильда» выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Оно выдано на всю территорию России. При этом органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма. 13 августа строители отметят свой профессиональный праздник. Эта дата появилась на календаре в 1955 году благодаря Никите Хрущеву, который, восхитившись строительством Жигулевской ГЭС, подписал соответствующий указ. Работников строительной отрасли Ингушетии поздравили заблаговременно. В региональном Минстрое виновникам торжества вручили грамоты и медали. Слово Тамерлану Хамхоеву. Профессия строителя востребована и актуальна во все времена. Детские сады, школы, ФОКи, дома. В регионе объекты открываются буквально один за другим. Безусловно, одна из главных заслуг в этом деле принадлежит собравшимся здесь людям. В актовом зале регионального Минстроя сегодня чествуют виновников торжества – строителей. Хотелось бы вам сказать спасибо огромное за то, что вы радуете наших жителей строящимися домами с комфортными условиями. Руководители подрядных организаций, начальники отделов министерства и даже водители – все они вносят свой маленький вклад в общее дело решения социальных, экономических и технических задач в регионе. Их труд сегодня отмечают благодарностями. Растет не только число, но и качество возводимых в республике объектов. Заслуга в этом каждого отдельно и всех вместе отмечают здесь. Но времени на отдых нет. Из года в год темпы строительства в Ингушетии не только не сбавляются, а наращиваются. Реализуется ФЦП по нескольким направлениям – жилье, спорт, культура. В этом году у нас надо освоить 3,5 миллиарда рублей. В этом году это 21 новый объект. Сейчас до конца года мы еще планируем 2 объекта получить по федеральной программе, это строительство школ. Работа с федеральным центром идет очень активно. Стройки идут по каждому объекту. У нас определенные графики производства работ. До конца года мы введем 17 объектов в Даленделе. Экологическая безопасность, энергетическая эффективность и уровень комфорта – все эти направления – основа основ в строительстве, то, над чем активно работают современные ингушские зодчие. Безусловно, у нас в республике очень много строится социальных объектов. В последние годы очень даже много сданных объектов. Это имени главы республики, представители правительства здесь были, поздравили нас, что довольно-таки приятно, радует, что нас замечают. И более того, я бы сказал, что это даже стимулирует в каком-то плане на более такие хорошие успехи в этой отрасли. Труда ингуши никогда не боялись, а работа строителей во все времена пользовалась заслуженным уважением в обществе. Будем надеяться, что слава хороших строителей в прошлом современных ингушей также не обойдет стороной. Тамерлан Хамхоев, Магомед Русханов, Новости 24. Это тот случай, когда публикация в сети действительно может принести пользу обществу. По всей стране действует акция «Интерактивная карта памяти». Граждане, обнаружив несанкционированную мусоросвалку, могут сфотографировать ее, указать локацию и выложить на официальном сайте проекта. Дальше дело за Общероссийским народным фронтом. В Сунже члены этой организации решили своими силами ликвидировать свалку. Об этом репортаж Заремы Евлоевой. Теперь, когда строительные свалки можно отмечать на интерактивной карте, мусор долго не залеживается. Каждое обновление на открытом сетевом ресурсе как тревожная красная кнопка. Ведь если не ликвидировать свалки на начальном этапе, они быстро разрастаются. Строительный мусор и сваленные деревья на окраине Сунжи для кое-кого даже успели стать приютом. И борцам за чистоту здесь явно не рады. Реакция животного понятна. Мать пытается защитить щенят. Мужчины к такому повороту событий явно не были готовы. Ведь здесь главное тоже не навредить. Скорее всего, уберем вокруг, до конца ее ликвидировать не будем, оставим там. Гнездо не будем трогать. Так как год экологии. Это не только свалки, но и животный мир. Если взять расстояние от центральной дороги сюда, такое же расстояние есть и до официальной мусорной свалки. Вот удивительно, как это гражданин, который ее высыпал, это строительный мусор,
Вот такое же расстояние нет, чтобы повернуть налево. Он повернул направо и высыпал в том месте, где она не должна быть. Сознательные граждане, болеющие за регион, могут не только сфотографировать места загрязнения, но и помогать активистам очищать территорию. На акцию многие привезли своих детей. Такая трудовая терапия – часть эффективного воспитательного процесса. Это богоугодное дело, чтобы мы должны, если живем в нашей республике, поддерживать порядок, чтобы было чисто. Мы призываем всех жителей Ингушетии, чтобы не мусорили и не создавали свалки, чтобы любили свою республику. Информация о том, что в городе будет проходить экологическая акция, была опубликована в Инстаграм. Организаторы призвали пользователей принять участие. Одним из первых откликнулся руководитель проекта «Чистая Сунжа» Зураб Дзейтов. Молодой человек уже 3 года борется за чистоту в родном городе. С детства мы уже видим, как эта река загрязняется. Если не будет кто-нибудь действовать против этого, то мы окажемся в большой беде. Новый проект ОНФ направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны жителей за санитарным состоянием своего региона. В рамках генеральной уборки уже ликвидированы свалки в Яндаре, Магасе и Малгобеке. Количество отметок на интерактивной карте свалок по республике Ингушетия периодически меняется. По мере их появления мы выезжаем, осматриваем, либо подтверждаем. Потом уже запускаем процесс ликвидации этой несанкционированной свалки или загрязнения. Щепотка патриотизма, несколько часов работы и минус еще одна свалка на карте. А тех, у кого нет времени на общественные работы, волонтеры призывают просто не мусорить. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Сунже в тестовом режиме работает мусороперерабатывающий полигон. Этот инвестиционный проект при запуске в полную мощность может в большом количестве сортировать, перерабатывать, а в случае необходимости и утилизировать мусор. За всем этим наблюдал мой коллега Руслан Албогачиев. Экологические инновации в борьбе с мусором не первый год. Ингушские экологи твердят о том, что полигон для переработки мусора в республике просто необходим. Рабочий процесс в самом разгаре. Комплекс по сортировке и брикетированию мусора позволяет решить сразу несколько задач. В первую очередь исключить бесконтрольное загрязнение окружающей среды. Этот проект, безусловно, один из важнейших для республики. И, конечно, самая такая существенная проблема – это и здоровье всего нашего населения, это и предотвращение загрязнения окружающей среды. Вот те свалки, которые у нас были, хотя большинство из них уже ликвидировано, они очень негативно отражаются на окружающей среде, так как на всех этих свалках размещаются бесконтрольно все виды отходов. При сильном ветре мусор разлетается по всей округе за несколько сотен метров. Вечный неприятный запах и дымящаяся свалка теперь должны уйти в прошлое. Спецтехника выгружает пахучий груз прямо в цеху нового полигона. Затем он попадает на конвейер. А это наша мусоросортировочная система. То есть мусор у нас заводится, именно наш завод попадает на эту ленту. По этой ленте он поднимается наверх, после чего попадает вон в тот барабан. Барабан уже отсеивает ненужный мелкий мусор, и нужный нам материал попадает на сортировочную ленту. Металлические банки, пластиковая тара, бумага, весь мусор работники цеха складируют раздельно и только потом груз отправляют на переработку. Перед тем, как упаковать вторичное сырье, из него удаляют всю влагу. Для этого его пропускают через специальное устройство. После того, как этот мелкий мусор отсеивается в барабане, он подальше проходит по ленте, где уже непосредственно рабочие уже рассортировывают весь мусор. То есть получается, железные банки сюда бросают, стекло сюда, бумага отдельно уходит. Вот такой вот процесс здесь. И после всего, после каждой мелкой очистки этого мусора остаются хвосты, которые уходят непосредственно в карьер. Из-под плиты прессовочной установки мусор уже выходит в виде прямоугольных брикетов, скрепленных специальной лентой. Такой способ упаковки позволяет сэкономить площадь для хранения. Здесь у нас уже отдельно установлен пресс для картона. И вот отсортированный картон прессуется в этом прессе.
и после чего делаем мы вон те тюки, они около 200 килограмм, и после чего они уже вывозятся у нас. В настоящий момент перерабатывается не больше 5% мусора. Цех пока работает в тестовом режиме, но в ближайшее время полигон запустят на полную мощность. На данном этапе у нас ведутся тестовые работы. На сортировке были много недочетов по производству. Также ведется модернизация данного объекта. И, пока ведется в тестовом режиме, но думаю, уже в течение 2 недель будет работать на полном объеме. Завод может перерабатывать до 1000 кубов мусора в сутки, и это не предел. Город растет, увеличивается и потребление. Впрочем, при максимальной нагрузке завод вполне сможет перерабатывать мусор и из других районов Ингушетии. Руслан Албогачиев, Адам Далаков, Новости 24. Аномально жаркая погода, которая этим летом установилась в ряде регионов России, привела к росту потребления электроэнергии. Новый исторический летний максимум был достигнут в 7 регионах России, передает информационное агентство «Регнум». Как уточнил источник генерального директора филиала акционерного общества «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга», днем 7 августа при среднесуточной температуре воздуха 29 градусов в часы нагрузки потребление мощности достигло более 1500 Вт, что на почти 860 Вт выше величины летнего максимума, зафиксированного 18 июля прошлого года. В Ростовской области потребление электрической мощности превысило величины летнего максимума 2016 года на 140 Вт. Аналогичная картина наблюдается в Ингушетии, Ставропольском крае, Чеченской, Кабардино-Балкарской республиках и Дагестане. Завтра Ингушт выйдет на поле с командой «Легион Динамо» из Махачкалы. Матч 4-го тура первенства ПФЛ «Зона Юг» пройдет на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева в Назране. О том, как футболисты готовятся к игре, расскажет наш корреспондент. Ребята усердно готовятся к игре, ведь им предстоит очень ответственный матч с командой из Махачкалы «Легионом Динамо». Обстановка здесь по-настоящему спортивная и захватывающая. Алан Попков надеется, что в этом матче он сыграет с первых минут, но в любом случае решение остается за тренером команды. Для нас очень важно взять очки, 3 очка и продвигаться дальше по турнирной таблице. Поражения быть не должно, уверен тренер футбольного клуба Исам Архиев. Командный дух и сила воли обязательно возьмут верх, что поспособствует победе. Тренировки ребят проходят каждый день, и сбоев в игре быть не должно. Будем исходить из того, что в последней игре на Кубок России команда провела 120 минут и выдержала матч весь. Поэтому я считаю, что команда физически готова неплохо, и в предстоящей игре физически навряд ли мы уступим. Для Дэни Дамиева, как и для любого нападающего, важно стать автором победного гола. Но общая победа гораздо важнее личного успеха. Противник хороший, очень достойный противник. Я знаком с этим, я играл за эту команду. Даже в ходе тренировок фанаты футбольного клуба «Ангуш» не остаются в стороне, ведь им не все равно, чем закончится решающая игра. Ибрагим Гайсанов болеет за «Ангуш» с момента ее образования. Он не пропустил ни один матч, проходивший в республике, и не раз выезжал за пределы, чтобы поддержать свою любимую команду. Обязательно приду, и от лица болельщиков, от лица фан-клуба хочу сказать всем жителям республики, которые интересуются футболом, чтобы они пришли и поболели за нашу команду. Завтра к нам приезжает «Легион Динамо» из Махачкалы. Надо поддержать нашу команду, чтобы они сыграли хорошо, чтобы была хорошая поддержка. Второй домашний матч в этом сезоне ожидается очень интересно. Несмотря на жаркую погоду, футболисты готовят оставить свои силы на поле. Ну а нам, в свою очередь, остается прийти и поддержать ребят. Начало матча состоится 12 августа в 17:00. Зелимхан Калой, Рамзан Миржоев, Новости 24. Фестиваль этнокультуры «Национальный ритм» состоится 12 августа в Сунже. На площади города пройдут выступления творческих коллективов, ярмарки национальной кухни. Кроме того, гостей фестиваля ожидает выставка народных промыслов. Различные предметы, изготовленные своими руками, намерен представить и Аббас Идигов. Мужчина строит башни уменьшенного размера, конечно, и собирает коллекцию старинных предметов быта. В гостях у Аббаса побывала моя коллега Амина Бокова. Зайдя в этот двор, словно попадаешь в далекий 19 век. Глиняные чаши, самовар, деревянные столы, стулья, старинные посуда. Каждый предмет имеет свою историю, даже, казалось бы, обычный ковер. Аббас Идигов превратил свою кухню в настоящий музей. А началось все с этого кувшина, которому, между прочим, более 150 лет. Этот кувшин я его купил. Вот единственный, который купил. Его хотели на антенну разрезать, якобы
медная антенна, она хорошо ловит. Но я не дал разрез, купил ему заводскую антенну, отдал и кувшин забрал. Несмотря на то, что вся кухня практически забита настоящими экспонатами, используют ее по назначению. Семья всегда собирается здесь, чтобы выпить чай или просто провести время в приятной атмосфере. Вот это типа как камин у меня, казан этот висит. Вот и любое время, даже когда бывает, что газа нет, даже если он есть, этот газ желательно готовить на этом открытом огне, гораздо вкуснее и полезнее пищу получать. Вот эта печь тоже, она у меня действующая. Сюда одного барана можно зарезать и отварить, вернее. Вот мангал. Тут же стоит этот самовар. Множество экспонатов Аббас собрал или мастерил своими руками, как, например, эти столы и стулья. Однако немало предметов старины помогли собирать друзья и родственники. Багаудин Баркинхоев с тех пор, как Аббас переехал к ним в село, сам стал увлекаться народным промыслом и старается пополнять коллекцию соседа как можно чаще. Я был у родственников, и я его там заметил. Но они даже вот так заброшенный он был. Потом я вспомнил Аббаса, я знаю, что он занимается этим. Думаю, так нельзя оставить. Попросил, мне его дали. Я его привез, показал ему, он его повесил. Прямо напротив кухни любимая игрушка всех соседских ребятишек – карета, собранная Аббасом вручную. Прицепив ее к автомобилю, родители частенько катают детей. А вот для самого мастера самый ценный предмет в коллекции – старинный ковер, подаренный ему родственниками. У нас тут жила престарелая родственница, она умерла. Перед самым выселением она делала этот ковер, но не успела. Вот эта окантовка везде есть, а тут нету. Она просто не успела. Скатала этот ковер, кстати, вот недавно они мне дали вот эту чесалку. Оказывается, это тоже была ее. Ну и представь, сколько ей лет. Ровесница с этим ковром, вот эта чесалка, именно эта чесалка, она чесала шерсть и ткала этот ковер. Впрочем, главное увлечение Аббаса – это все же изготовление ингушских башен. Во дворе у мастера целая коллекция. Здесь и трехметровые башни и высотой в 100 сантиметров. Все они ручной работы. Каждый камешек Аббас точит на этом станке, который стоит на заднем дворе. Материал искать долго не приходится. Все камни он находит на ближайшей речке. Правда, иногда приходится использовать дагестанский камень, как, например, для этой башни. Ее высота будет 90 сантиметров. Такое увлечение у Аббаса появилось больше 30 лет назад, прожив большую часть жизни в Казахстане. А после, вернувшись на родину, он первым делом посетил Ингушские горы. Тогда и задумал свой дебютный проект, который уже почти реализовал. Ну вот эти детали, я имею в виду вот эти башни, вот эти стоят, которые, вот этот дом. Кстати, это дом моего деда. По эскизу я его сделал. Вот это все я делал всю зиму. Чтобы докончить работу, осталось дописать последние 2 строчки на этом камне. Стихотворение также написано Аббасом 30 лет назад во время первой поездки в горы. Читать другим вслух свое произведение автор не соглашается. Надеется, все желающие смогут сделать это лично. Ведь многие его работы станут доступны на предстоящем фестивале этнокультуры, который пройдет уже в субботу в Сунже. Готовится к нему в сельском доме культуры. Учащиеся кружков рукоделия тоже подготовили свои работы для выставки. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.